вот одну только нашу? Нет, тут еще есть. Перед началом фестиваля вице-премьер Лейла Фазлеева и депутат Госдумы Ильдар Гильмуддинов осматривают выставку учебной литературы и инновационных технологий. Здесь конструктор, который помогает воссоздать картину времен Великой Отечественной войны. Это, безусловно, патриотизм. Надо всегда помнить о том, что нашу с вами жизнь и свободу защищали предки. Как это происходило? Почему? И это как бы дает ощущение памяти, ощущение величия вот тех людей. Фестиваль проводится в Елабуге каждый год и в 12-й раз. Здесь находится кузница педагогических кадров республики. Тема этого года – патриотизм. Нас никогда раньше не учили любить Родину. Это возникало само собой в процессе обучения. Ты не рефлексировал даже на эту тему отдельно. И на самом деле пора, может быть, и возродить, а где-то обновить наши методики. Я думаю, что в рамках фестиваля, безусловно, об этом будут говорить. Общие мероприятия, которые проходят на территории Республики Татарстан и Российской Федерации. Это и подъем флага, это и часы о важном, когда с детьми будут и должны педагоги говорить о тех самых важных ценностях. Так называемый аксиологический подход в образовании. Вот он сейчас напрямую выходит как основной метод работы с педагогами, основной метод работы с детьми. Сегодня здесь учителя из 55 регионов страны, а также Киргизии и Казахстана. Елена Бережнова приехала в Елабугу из Магадана, преодолела 9000 километров. Наша страна сильна нашими детьми. Если сейчас малыши с самой начальной школы, с детского сада, подростки будут относиться к своей родине с гордостью, с любовью, то тогда у нашей страны есть сильное будущее. Многие сегодня здесь говорили, любовь к родине нужно воспитывать с первыми шагами ребенка. Ребенок усваивает все до 5 лет. Если мы сумеем в этом возрасте погрузить в него и любовь к родине, и желание учиться, и желание изучать свой родной язык, и быть воспитанными, дальше школа подхватит этот позыв. Я очень рад, что инициаторами является Федеральный университет наш Казанский и филиал Елабужский педагогический институт. Они практически всю организацию берут на себя, и я думаю, это очень полезно перед началом учебного года еще раз встретиться педагогам, обменяться мнениями. И считаю, что для Елабуги это очень важно. Мы все-таки колыбель педагогических кадров. Учитель начальных классов Ания Мухамедзянова делится своим опытом преподавания. Каждое утро гимн у нас, перед праздниками, конечно, не каждое утро пока, а в понедельник мы на линейках проводим это гимны. У нас прошли дни лагеря, у нас были мероприятия. Начинался она с гимном, заканчивалась тоже с вынесом знамени. В планах классные часы с ребятами на уроках. Будем на уроках наша тематика по воспитанию патриотизма, конечно же, будет. Я как представитель еще советского поколения, учителей, мы всегда жили в едином образовательном пространстве. В этом году из Киргизии на фестиваль приехали 17 учителей. Одна из них – Аида Давлетова. Когда проходит линейка 1 сентября, самое значимое событие для первоклассников и для 11-классников, первый урок у нас всегда посвящен урок мира или урок Отечества. Фестиваль будет идти 3 дня. Заявлены мастер-классы, лекции от сотни спикеров. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Елабуга. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.